Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Тут мне начали говорить знакомые о том, что очень активно обсуждается мое видео, в котором я говорил о неминуемой предстоящей гражданской войне. Вообще, не только в Республике Башкортостан, но и во всей Российской Федерации. Так вот, некоторые, я бы сказал, недалекие люди неправильно поняли мои слова и распространяют слухи о том, что якобы я призываю к войне, призываю к революции и так далее. Так вот, я понимаю, что у некоторых людей не хватает уровня интеллекта, чтобы понять происходящие события в стране. Скажем, YouTube, он не ограничивает свой контент для таких недалеких людей. Он показывает для всех. Вот. И люди, насмотревшись и не поняв смысл того, что я хотел сказать, интерпретируют это по-другому и ходят, разносят это другим людям. Якобы Габбасов Руслан призывает к войне, к революции и так далее. Так вот, я сейчас в этом видео постараюсь объяснить доступно, что я имел в виду в том видео, в котором я говорил о неминуемой войне. Итак, хотим мы этого или не хотим, но война, гражданская война в России, скорее всего, на 99% произойдет. Хотим мы этого или не хотим, будет революция. То есть сперва будет революция, да, потом будет гражданская война. Так вот, у меня есть историческое образование, высшее историческое образование, и я умею анализировать происходящие события в стране, то, что было в истории раньше у нас в стране, да, какие события происходили, которые приводили к революции и гражданским войнам. Так вот, происходящие сегодняшние политические, экономические события в нашей стране рано или поздно, скорее всего рано, приведут к революции и к гражданской войне. Я так считаю, я так думаю, я в этом уверен. Хорошо, если я ошибаюсь по поводу гражданской войны. Это будет просто прекрасно. Я не желаю никому войны, я не хочу никакой гражданской войны. Запомните мои слова, я не хочу никакой гражданской войны. Но я уверен в том, что она произойдет. Я не призываю к ней, я уверен, что она произойдет. Так вот, для этого сперва о революции. Что приводит к революции? К революции приводит кризис в стране, экономический кризис, вслед за ним политический кризис, когда людей репрессируют за какие-то либо слова, за мнения, за взгляды, когда нет в стране оппозиции, которая могла бы предложить какую-то альтернативу, да, политическим событиям в стране, да, экономическим каким-то событиям, экономическим процессам в стране. Когда в стране запрещены любые СМИ, да, независимые, когда экономика работает в карман олигархам или людям, как приближенным к власти, когда большая коррупция в стране, когда, еще раз говорю, людей сажают за взгляды и за мнения, как у нас, допустим, в Республике Башкортостан посадили Айрата Дильмухаметова, Армилю Саитова, слава богу, она вышла на свободу, как посадили Навального, как убили Немцова, ну и так далее. Так вот, все вот эти события, они накапливаются, и в итоге происходит кризис, социальный взрыв, который приводит к революции. Если можно привести из истории несколько примеров, чтобы вы примерно поняли, да, какие события приводят к революциям и гражданским войнам. Не всегда гражданские войны идут вслед за революциями. Не всегда, конечно, бывает, что происходит революция без последующих гражданских войн. Но гражданские войны, как часто, как правило, идут вслед за революциями. Так вот, первый пример – это смута 1612 года.
когда политика Ивана Грозного опричнина, то есть это сегодняшняя репрессия, да, по-другому, экономическая разруха, Ливонская война, длившаяся 25 лет, голод начала 17 века, отсутствие престола наследника. Все это привело к тому, что в 1612 году случилась смута, ну или по-другому, можно, и потом гражданская война вслед за ним. То есть то, о чем я говорю. Вот, цепочка событий, да, что привело к гражданской революции и гражданской войне. Дальше, 1917 год. Этому предшествовало в 1914 году начало Первой мировой войны. В социальном обществе в Российской империи был ура-патриотизм. Гражданское население поддерживало массово войну, особенно высшее общество. Проходили митинги в поддержку российской армии, осуждали Германию. Даже Санкт-Петербург переименовали в Петроград. До такой степени вот общество было заряжено на антигерманские высказывания, да? Антигерманизм тогда зашкаливал. Я еще раз говорю, проходили митинги в поддержку войны, высшее общество, дворяне собирали пожертвования там, для войны, для этой. И что? Все это привело к тому, что через 3 года произошла революция. Экономика не справилась с войной, цены вскочили, очень сильно подскочили. Трупы, практически каждая семья узнала о смерти своих близких, или домой вернулись калеки с разбитыми жизнями, можно сказать, да. Все это привело к тому, что в 1917 году произошла революция, и вслед за ним гражданская война. Противоречия в обществе были сильные. Часть общества желала вернуть ту империю, которую уже невозможно было вернуть никак. Ход исторических событий шел своим чередом, и вернуть старое уже было невозможно. Но некоторые это не понимали, пытались зацепиться за старое, пытались ее вернуть. Другие же, которые хотели перемен, им противостояли. В итоге была большая гражданская война, которая унесла миллионы жизней. Следующее можно как пример привести 1991 год, когда развалился СССР. Уже к концу 80-х годов советскому обществу стало понятно, что социализм проигрывает капитализму. В любом случае, уже наши товары тогда не конкурировали с европейскими, там, с мировыми, там, да, с японскими, с американскими, с европейскими какими-то товарами, какой-то продукцией, не могли конкурировать. Цена на нефть упала. Затяжная война в Афганистане, которая унесла тысячи жизней наших солдат, советских солдат. Ну и политический кризис. Уже советская власть не могла предложить что-то внятное обществу советскому. Все это привело к кризису, сперва к экономическому. Все многие помнят талоны, очереди, да? Это сейчас говорят, что якобы там в 90-х годах было плохо. Но в 90-х годах было плохо. Но плохо было и в конце 80-х годов, когда были талоны, когда были очереди, еще раз говорю, когда был дефицит и так далее. В итоге в 91 году произошел кризис. К счастью, не было никакой гражданской войны. Где-то там на периферии от расколовшейся Советской империи вспыхнули гражданские войны. Но как таковой массовой, как после революции 1917 года, такой войны не было гражданской. К счастью. И вот сейчас мы подходим к тому, что неминуемо
Я вот так считаю, я в этом уверен, что неминуемо нас ждет в будущем революция и гражданская война. От того, что хочу я этого или не хочу, или кто-то другой там, да, Вася Табуреткин хочет этого или не хочет, это ничего не поменяется. Ход истории, ход событий ведет к тому, что рано или поздно это произойдет, это будет. Это как вы днем гуляете на прекрасном какой-то, на природе где-то, да, то есть и не хотите, чтобы этот день заканчивался. Но, увы, вы этому не подвластны. Точнее, природа не подвластна вам. Наступает вечер, солнце садится за горизонтом, и наступает ночь, день кончается, и вы ничего не можете поделать. Здесь то же самое, вы ничего не сможете поделать, никто ничего не сможет поделать, потому что время, когда еще что-то можно было сделать и спасти эту страну, ушло неминуемо. После 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, когда она начала убивать жителей Украины, все, Рубикон пройден. Сейчас уже не вернуть, не провернуть фарш обратно. Уже события эти произошли, и нас ждет неминуемо революция, вслед за ним гражданская война. Революция, ну понятно, да, почему нас ждет? То, что Россия сейчас экономически будет задыхаться, у нас новый железный занавес, у нас дефицит товаров будет, у нас трупы погибших солдат в Украине будут все больше и больше возвращаться домой, все больше и больше будет появляться коллег. И Запад с нами начал новую холодную войну. Россия против всего цивилизованного мира не выдержит, и она проиграет рано или поздно. И произойдет революция. Как она произойдет, я не могу предсказать. Либо это будет переворот в высших кругах, либо это общество восстанет, либо это будет поражение в этой войне российской власти и вторжение сюда иностранных войск, которые, скажем так, оккупируют, да, эту страну и наведут здесь порядок, как это произошло с Германией в 1945 году. И вслед за ним, если, конечно, произойдет последний вариант, когда Россия проиграет эту войну, и в результате поражения, да, здесь сменится власть, тогда, скорее всего, гражданской войны не будет. Но если произойдет переворот, если произойдет в верхах переворот, если вспыхнет восстание, вполне возможно, скорее всего, я так считаю, что будет гражданская война. И мы ничего не можем сделать. Я могу лишь только вам сказать о том, что надо готовиться. Что потом не говорили, что вас не предупреждали. Как это готовиться? Морально готовиться ли вы будете? Материально как-то ли вы будете готовиться? Купите каких-то продуктов про запас. Приготовите загранпаспорт. Купите ли квартиру где-то в другой стране, чтобы быстро вовремя свалить. Я не знаю, как вы это будете к этому готовиться, но я говорю вам о том, что готовиться надо. Потому что, скорее всего, война будет. Слишком большие противоречия в обществе. Очень много путинистов, которые будут вспоминать путинскую Россию, как все было хорошо и так далее. На самом деле ничего хорошего нет, конечно. Это вот часть общества, которые аполитичны, которые живут, лишь бы было хорошо, лишь бы был мир над головой, не думая о том, что мы постепенно приближаемся к хаосу. Вот эта часть общества будет ностальгировать, появятся реваншистские настроения, и все это приведет к гражданской войне. Я в этом уверен. Поэтому, когда мне говорят, что я призываю к войне, я призываю к революции, нет, я не призываю. Я просто говорю о том, что это произойдет рано или поздно. Так что, друзья мои,
проанализируйте происходящие события, сравните их с историческими событиями, которые привели когда-то к революциям и гражданским войнам, и вы поймете, что я прав. Всем спасибо за внимание. Хау